9 февраля в Санкт-Петербурге пройдет грандиозное бойцовское шоу под эгидой промоушена M1 Global. Турнир пройдет в новом здании, специально построенном организацией для проведения соревнований. Бесспорным украшением этого вечера станет поединок нашего земляка Ингисхана Оздоева против швейцарского бойца Пабло Ортмана. Рекорд соперника Ингисхана выглядит впечатляюще – 7-0, однако нашего бойца это ничуть не страшит. Свой последний поединок наш боец провел чуть больше месяца назад на турнире по смешанным единоборствам в Уфе. Противником Ингисхана в тот вечер стал Яхья Газиев, против которого ингушский боец на удивление многим показал прекрасные борцовские навыки. Предлагаем посмотреть самые интересные моменты этой встречи. Обладатель лучшего нокаута 2017 года по версии болельщиков, Ингисхан и в этот раз планирует показать зрелище зрителям. Однако нельзя забывать и о тех своих сторонах, над которыми надо работать. Здесь имеется в виду борьба в партере. Именно ее отрабатывает Ингисхан в последние недели. Прошлый сбор в декабре месяце прошел успешно, отмечает Оздоев. Теперь самый пик тренировок. В середине декабря мы проходили сбор в клубе «Беркут» в Грозном. После этого остальную подготовку я проходил именно здесь, у нас в клубе «Нарт» и в клубе «Муслим», который находится в городе Сунчи. При подготовке я больше времени уделял именно борьбе в партере, особенно с забиванием. Где-то 80% своих тренировок я посвящал именно партеру. И, соответственно, не забывал про удары ногами фирменные и работа в стойках в общем. После того, как объявляют соперника, сразу просматриваю его поединки, вижу, соответственно, рекорд, но уделять внимание на рекорд, я думаю, не стоит, потому что важно не как выглядит твой рекорд, а с кем ты дрался. Поэтому я нахожу все его бои и, соответственно, бои его соперников. То есть просматриваю, анализирую сильные стороны его соперников и его сильные стороны, нахожу его слабую сторону и, конечно же, пытаюсь оттачивать защиту от его сильных сторон. Смотрел, он выступал раньше по тайским боям, профессиональный тайский бокс. Работать стойко я с ним смогу, наверное, где-то в 2 раза я быстрее него, это я заметил сразу же. И основные его удары – это правый нокаутирующий прямой удар рукой и правый удар лоу-киком. А в основном в стойке ничего такого я не заметил. Единственное, что можно отметить, его работа в партере. Он выносливый и умеет выворачиваться из сложной ситуации. И к тому же еще и делает разнообразные болевые улучшающие приемы. Буду больше остерегаться его правого удара. А так, в принципе,
и в партере, и в стойке, я думаю, что я могу смело с ним работать, потому что все те технические действия, которые он выполняет, это, как так сказать, самые основные приемы, и они видны в бою. Но все мои поединки, они длились уже, до третьего раунда не доходили. Все поединки практически, только один. И вообще я всегда готовился нокаутировать соперника там, в первых 2 раундах. А сейчас я работаю именно на продолжительный период, то есть на 3 раунда, рассчитываю, мало ли что. И так как я готов сейчас функционально, я бы не был никогда готов. Потому что я могу подряд провести 9 раундов, работая в борьбе, забивании. Это очень сложная работа. И после этого еще и умудриться отработать в стойке. То есть я готов на все 3 раунда. Но в любом случае попытаюсь красиво закончить бой. Это однозначно. Но открытие М1 арены – это уже как бы историческое событие. И я не собираюсь его как-то себе испортить. Поэтому буду максимально, так сказать, заряжен в этот день. Еще один наш земляк, которому уже подобрали соперника, Алик Албагачиев. Он в прошлом году провел выдающийся бой в Казани против местного бойца Руслана Хисамуддинова и сумел одержать победу в гостевых стенах. Уверенность в своих силах и правильно подобранный план на бой. Встреча продлилась все 3 раунда, но единогласное решение судей и 4-я победа Алика Албагачиева. Теперь у нашего бойца новый соперник. Дата боя еще не назначена, однако тренировки проходят очень интенсивно, впрочем, как и всегда. Сильная сторона Алика – борьба. Теперь он в последние несколько месяцев усиленно отрабатывает работу в стойке. Важно не только выиграть, но и сделать это красиво. Понимает это и сам Албагачиев, и тренерский штаб. Ну а в скором времени нашему бойцу предстоит провести полноценные сборы в соседнем регионе. Только после этого подготовительный процесс к поединку можно считать завершенным. На данный момент я пока прохожу подготовку у себя дома, работаю над своими ошибками. С прошедшего моего боя уже достаточно времени прошло, 3-4 месяца. Я успел восстановиться нормально, залечить свои травмы и уже начал работать, в принципе, над ошибками. Подтягиваю ударную технику, также какие-то борцовские моменты. В этом мне помогают тренера Баркинхоев Моусер, тренер по боксу. Также по кикбоксингу тренер Насрудин Тангеев, он уже более ноги ставит. У меня еще впереди предстоит посетить сбор. Я думаю выехать в Чеченскую республику, в Беркут. Уже после числа 20-го планирую выехать туда на сборы, уже подтянуть функционалку полностью. Соперник у меня достойный, можно сказать, самый сложный был соперник из всех, которые у меня были. С каждым боем уже уровень выше, и уровень соперников выше, так как уже когда ты начинаешь двигаться вперед, и соперники бывают серьезнее. С каждым боем соперник серьезнее бывает. Я смотрел его бои, пару боев просмотрел. В принципе, он работает так, как и в стойке, так и в борьбе. Универсальный боец он. Я думаю, на этот раз уже будем работать по плану.
поставим четкий план на бой и постараемся нормально отработать по плану. Хочется провести достойный бой, а там уже я о нолике не думаю, если честно. Главное отбиться нормально. Даже если это будет поражение, пусть оно будет достойным. Ну, я о поражении никогда не думаю перед боем, так что в любом случае настраиваемся на победу. Тренерский штаб отмечает, с таким подходом к делу наших бойцов ждет большой успех. Ближайшая цель, разумеется, одержать очередные яркие победы, а дальше можно загадывать по рейтингу только вверх. Сегодня ребята проводят тренировку. Сегодня у нас, в общем, тренировка по борьбе. А ребята, которые должны выступить у нас, Ингусхан Аздоев и Албагачиев Алик, у них тренировка сейчас, у Ингусхана сейчас у нас 9 февраля бой будет. Он в декабре проходил у нас сборы в Беркуте, в Грозном. В общем, ребята готовы. Алик Албагачиев тоже сейчас. У Алика, в общем, его, над чем он сейчас работает, улучшает свою боксерскую технику. Так у нас в партере, хорош Алик Албагачиев. Лично мое мнение насчет этого, насколько мы знаем, его соперник, он тайский боксер, как ты сказал. Ингисхан может ему и в стойке показать сопротивление, и в партере. Так что Ингисхан за последние 2-3 года хорошо набрал. Алик, он сам парень, очень такой, ответственный парень, ведет себя как профессиональный боец. Ему сейчас надо подтянуть стойку, именно бокс, то, что ему не хватает. И поэтому последние 2 месяца он упорно тренируется над этим. И насколько мы сейчас видели в зале, как он там боксирует, он набрал, именно в стойке он набрал сейчас. У него свой базовый вес, обычно он от 80 до 85-6, так у него бывает. 85 килограмм он бывает обычно, 82 бывает он. Я думаю, он килограмм 10 гоняет он. Сейчас он, наверное, у него 80 килограмм будет вес. Я у него еще не спрашивал, честно, сколько ты весишь. Ни разу от них не слышал, что я не могу, у меня что-то не получается, что-то трудно. Они раз приходит время, когда надо вешаться, они бывают готовы. У них ребята, у них уже опыт есть, они знают, как, что надо делать. Ни разу от них не слышал, что я не могу, у меня что-то не получается, что-то трудно. Они раз приходит время, когда надо вешаться, они бывают готовы. У них ребята, у них уже опыт есть, они знают, как, что надо делать. Помимо топовых бойцов, к своим поединкам готовятся и молодые спортсмены. 20-21 января им предстоит выйти в рейдж на республиканском турнире по смешанным единоборствам, где победители в 8 весовых категориях получат путевку на турнир «Битва в Назрани». А пока под пристальным наблюдением тренера усиленные тренировки. С каждым годом ММА в нашей республике развивается большими шагами. Ингушских бойцов узнают и приглашают на различные турниры. Ну а наши ребята, в свою очередь, подтверждают свой уровень, готовясь к новым вызовам. Это был лишь один день из тренировок бойцовского клуба «Нарт». Нам остается пожелать удачи нашим бойцам в предстоящих поединках и, самое главное, обойтись без травм.